Как я пишу в своих книгах, фрагментация и даже раскол, изменение правил Евросоюза в условиях мощного миграционного кризиса и дефляции, по сути, экономического кризиса, который наметился в Европейском Союзе и Еврозоне, является реальностью. Существует, как я пишу, несколько сценариев возможного развития распада или переформатирования Европейского Союза, в том числе создание и ряда валютных зон и других. Например, зоны евро с центром, быть может быть, в Берлине или стран Бенилюкс, с центром фунта стерлинга, Лондон, и те, кто примкнет, скорее всего, на севере и так далее. Следующий вопрос. Давайте предположим на минуту, что Европейский Союз не может продолжать существовать в нынешнем виде. Что будет дальше? Что будет в больших и малых, богатых и бедных странах Европейского Союза? Спасибо большое. Ник Юстинас. Как я уже сказал, Европейский Союз в нынешних, в тех пределах, границах и при тех правилах, которые еще существовали год тому назад, год-полтора тому назад, существовать уже не будет. И вот та асимметрия, которая существовала, по сути, с самого момента формирования Европейского Союза, а как, в общем-то, вы помните, исторически было два проекта формирования. Один предложила Англия, Норвегия, Швеция, Швейцария, а другой Германия, Франция, Италия и другие страны. По сути, то, что мы имеем сегодня, Европейский Союз, это пошли по пути Германии, Франции и сателлитов вот этого крыла Европейского Союза. Так вот, как я уже отмечал, мощный миграционный кризис, условия дефляции, которые существуют, по сути, экономического кризиса и политики Европейского Центробанка приводят к тому, что усиливается асимметрия севера и юга. Разногласия уже налицо проявляются по миграционному кризису, по целому ряду вопросов Запада и восточных стран Европы. Поэтому эти параметры будут только усиливаться, и мы станем свидетелями того, как будут формироваться, по сути, может быть, новые формы, новые группировки. Все зависит от того сценария, от того, что произойдет в ближайшие месяцы, в ближайший год. И одно из наиболее существенных событий, которое грядет, это так называемый Brexit. Бр и exit, выход Британии, если перевести это слово с английского языка. То есть выход Великобритании из Европейского Союза. Этот референдум назначен на знаковую дату с точки зрения эзотерики, с точки зрения масонства. Это 23 июня. И в настоящее время, насколько свидетельствуют авторитетные британские, прежде всего, средства массовой информации, численность, количество сторонников и противников выхода Великобритании из Европейского Союза, Великобритании, которая и так находится на очень особых условиях в Европейском Союзе, примерно раскладывается поровну, 50 на 50. И это будет одним из наиболее знаковых событий, которые, собственно, нам осталось ожидать менее 2 месяцев. В случае сохранения в зоне это будет один вариант развития. В случае выхода Великобритании это будет потрясение не только для Евросоюза и Еврозоны, но, по сути, как отмечали на заседании G7, Большой Семерки, лидеры стран Большой Семерки, это будет потрясение, которое коснется в той или иной степени мировой экономики. Вот. В случае выхода Великобритании вполне вероятно создание и ряда валютных зон в еврозоне. Это может появиться, кроме зоны евро, которая, как в матрешке, будут страны, скажем, Бенилюкса. Вот. По сути, те страны, которые в свое время было 2 проекта формирования Евросоюза. И вполне вероятно, что Великобритания, переживя также определенные трудности, будет в состоянии, учитывая ту политику, которую провела одна из групп в составе Великобритании, будем говорить, она вполне будет возможен своя валютная зона с фунтом стерлингом.
То есть все будет зависеть от таких событий, как так называемый Brexit и серия возможных дальнейших референдумов и событий, которые, я думаю, будет наполнен нынешний год, 2016.